Как казахи участвовали и какую помощь оказывали в Отечественной войне России 1812 года. Перед войной с Наполеоном торгово-хозяйственные связи казахов с Россией были достаточно налажены. В войне с армией Наполеона казахское конное войско сыграло особую роль. Это требовало ежегодных поставок лошадей от казахов. В период с 1804 по 1815 годы от среднего жуза покупалось более 100 тысяч лошадей, а от старшего жуза – 48 тысяч. Казахи участвовали в военных формированиях, состоящих из представителей не только казахов, но и других народов, таких как башкиры, калмыки и другие, против Наполеона. По числу казахи особенно активно участвовали в военных отрядах Оренбургской области, особенно среди казахов Орала. В Оренбургской губернии было создано 40 кавалерийских полков. С 1799 года и до начала XIX века средний жуза переселился в Россию 1200 семей. По данным Оренбургской пограничной комиссии, с 1790 по 1815 годы 1226 местных казахов покинули свои родные земли и были записаны башкирами. Из них 68 получили соответствующие права. Более 20 тысяч жителей среднего жуза переселились в Оренбургскую пограничную линию. В 1812-м, несмотря на угрозу войны для России, император Александр I издал специальный манифест, призывавший всех граждан защищать Отечество. Манифест был переведен на языки разных народов. Сообщение о начале войны между Россией и Францией губернатор Оренбурга Волконский довел до деревень в Казани и Караше в 1812-м. Среди казахов было движение, поддерживающее русских и поднимающее боевой дух союзников. Одним из активных участников был старший Байсакал. Работники соляных промыслов отправили на Западный фронт 1 миллион пудов соли. Для доставки соли султаны предоставили скот. Тысячи казахов на повозках довезли соль куда нужно, в срок. Производители соли собрали 22 тысячи денежных единиц. Молодые казахи были в русской армии с самого начала войны и до зарубежных походов. Их ставили от боевых частей на Иртыше до крепостей Омска.